большую часть жизни вы, получается, употребляли, да? Да, употреблял, в лагерях сидел и так далее. Все сопутствующие. Лет с 14 все началось. Работать с наркозависимым, конечно, это сложно, да, потому что это особенные люди. У них свое мировоззрение, нежели чем у алкоголиков. Да. У алкоголиков как бы она более смягченный вариант, да, у наркоманов оно как бы у них свои какие-то идеи, да, свои какие-то вот мысли совершенно другие. Они отличаются друг от друга, и алкоголики, и наркоманы. У нас этапы идут. Первый этап, второй и третий. Первый – это вот поступление, адаптации, да. Второй у нас этап интеграционный, и третий – стабилизационный. И там уже ресоциализация, они когда уже в социум ходят. Интеграционный – это непосредственно работа с пациентом здесь у нас в реабилитации. Это, то есть, у нас психологические какие-то техники, программы, да, с ними. 12-шаговая программа, работа с его сознанием, когнитивно-поведенческая терапия с ним идет. То есть, очень глубинная, глубокая такая психотерапия. Затем стабилизационный этап – это когда уже пациент у нас уже осознал, да, то, что принял свое заболевание, то, что оно неизлечимое, то, что оно управляет им и его жизнью. Когда он это осознал, он уже более-менее, у него сознание совершенно меняется. И тогда у нас уже идет с ним работа над его дефектами характера, да, работа с его семьей. Но, к сожалению, у нас у пациентов члены семьи очень редко сюда приходят за консультацией, за тем, как узнать, как у него дела. На стабилизационном этапе они уже готовятся к социализации, то есть выход это вот из центра в социум. Трудоустройство, и, там, обратное возвращение в семью, там, ну, как бы вот на это направлено. Вы сказали, что болезнь неизлечима. Да. Это действительно так? Да, это хроническое заболевание. То есть каждый, даже который вышел, он просто держит в себе желание там, выпить или… Да, это постоянная борьба с тягой, постоянная борьба со срывом. И любой кризис может их подтолкнуть, конечно. Вот. А сюда попадают больше по собственному желанию? Или… Ну, 30 из 100 по собственному, остальные как бы по желанию там, родителей, например, да, по желанию супруги или супруга. Давайте приведем позитивный пример, если вот здесь вот уже можно ли его увидеть? Да, у нас есть такой реабилитант, имя не буду называть, но он очень хорошо прошел реабилитацию. Он очень глубоко работал над собой и осознал, ну, все этапы, в общем, он прошел здесь. И 12-шаговую программу он тоже все прошел. Во сколько к вам пришло осознание, что пора уже прекращать? Когда один остался. Последние года 4 все пытался, каждый раз останавливался. Наркология и так далее. Ну, сейчас вы чувствуете в себе силы прекратить? Да, уже больше года не употребляю. А насколько это сложно вообще вот человеку? Ну, очень сложно. Довольно-таки сложно. В силу там, ну, много чего. И образ жизни, это все повлияло же на все. Буквально все. Все аспекты затронуло. Не только там внутренние, ну и семья и так далее. Ну, по малолетке там сел по глупости, да, пьяные были, то все это вот. Потом опять. Не у всех получается, конечно, так совместить. Приятно и полезно. Больше уходить стал на удовольствие, и все, ну, соответственно, результат. Либо в тюрьму, либо где-то как-то переборол. Ну, старался. Всяко разно пытался выходить-то поначалу. Но потом уже и это сам уже не справлялся. Первый раз в наркологию попал, но я уже по тяжелой попал. Это как здесь, с передозом или? Нет, тогда я спрыгивал, синтетика появилась 4 года назад. С нее тяжело спрыгивать. Ну все, и пил, и вот до белки. Там очень тонкая грань. В одночасье переходишь либо туда, либо все вместе. Там такового нету. Границы четкой. Самая тяжелая синтетика. А ее вообще легко, сложно было достать? Да вот в том-то и дело, что раньше-то, когда молодой был, ну, с наркотиками было тяжело. Ну и деньги надо было. А сейчас вышел в интернет и все. Доступно.
Мне мама иногда всегда вопрос задает, до сих пор задает. Где же, говорит, тебя, сынок, упустила? Что можно посоветовать ребятам того возраста, вот 14 лет, да, там 16, которые есть возможность там попробовать что-то, хочется удовольствия там? Ну, это, наверное, скорее всего, от родителей зависит, особенно от отца, наверное. Как он научит их справляться с этим. А оно будет. Сейчас оно везде практически. Синтетика вообще ужасный наркотик. Там человечное, все вот это вот в раз все переворачивается с ног на голову. Там нет. Тут уже, наверное, как-то с семьи надо начинать. Так советовать, что советовать? Да не употреблять просто-напросто. Если не употреблять наркотики, какие есть удовольствия в жизни? Вот. Спорт. Спорт самое такое вот. Спорт, всякие группы, наверное, не знаю, там, по интересам. Кто что любит делать. Читать, рисовать, музыка и так далее. А вы сами куда собираетесь? Чем занимаетесь сейчас? Сейчас? Ну, спортом здоровья уже нет. Так, работаю потихоньку. Работаю, музыка, интернет. Ну, много чем. Ну, просто обыкновенное удовольствие от жизни. Да, обыкновенно. Пока алкоголик или наркоман не ощутит всей прелести, так сказать, оказаться на дне, или боль вот эту душевную, когда уже даже умереть не можешь. Просто-напросто. Ну, кто употребляет, они поймут меня. Как-то так. Пока человек через это не пройдет, и у него не откроется внутреннего желания дальше жить, бесполезно бороться с ним. Но все же здесь вот врачи, психологи говорят, что 60% социализации идет. Ну, сюда уже в реабилитацию, если попадают люди, то они уже с каким-то уже мотивацией у них уже существует, тому, чтобы изменить себя, там, жизнь свою и так далее. Все, они приходят уже с желанием, с определенным каким-то. Либо какие-то условия поменять, еще что-то, 5-е, 10-е. Без этого-то уже никак. Тут, если взять любого, то у них уже определенный путь жизни пройден. И они ощутили, большинство из них ощутили, что такое оказаться на дне. Когда даже попросить-то о помощи уже некого. Потому что до того все испорчено и сгажено в их жизни, что даже просить помощи не у кого. Только как у государства, у врачей, больше не у кого. А хочешь умереть, не можешь. Как правило, там не получается. В силу там каких-то обстоятельств, может, божественных, может, еще каких-то. Но бывает так. Все же у людей там по-разному приходят озарение или как там, инсайт какой-то, что вот уже все. Но в большинстве случаев, пока они не столкнутся там с какой-то болью, горем, несчастьем, со смертью, глаза не открываются. У нас медико-социальная реабилитация, ну как психологическая, все вместе. Трудотерапия есть, медицинская, то, что если получается, ну как вот эти заболевания, сопутствующие какие-то, вот, витаминотерапия, там сосудистые препараты, да, такие вот назначаются. Ну и чисто психологическая получается. Лекции, там консультации индивидуальные, групповые, вот это все идет.